На сам выборный процесс, жалоб как? Были с утра некоторые моменты, например, это в южных областях, в Аткенской, Ошской, Джалабадской области. Как вы видите, на местах с утра, как всегда, очень активность граждан. И в некоторых местах была такая небольшая очередь, и люди, такая небольшая жалоба была, почему вы быстро не можете пропустить людей, идентифицировав. Мы тоже, на это тоже у нас есть ответ, мы сможем всех разом пропустить биометрическим сканированием, да, но они застрянут там, где будут выдавать бюллетени. И поэтому мы так координируем, да, чтобы по мере получения бюллетеня мы проводили идентификацию избирателей. Некоторым избирателям поменяли избирательные участки и предупредили их об этом только вчера. Скажите, почему этого нельзя было сделать заблаговременно, почему так поздно спохватились? Вот, это тоже опять-таки касается, это только по городу Бишкек. Только по городу Бишкек. Мы проанализировали ноябрьские звонки в колл-центр, и в целом за ноябрь месяц колл-центр принял 25 тысяч звонков. И из них часть звонков поступала из горожан, и одним только вопросом, где его участок, где мой участок, спрашивали. И в этой связи мы решили лучше, может так будет эффективнее, результативнее, если каждому из жителей отправим на дом адресно информационную листочку. Исходя из этих намерений было это сделано. То есть мы 2 месяца проводили акции «Проверь себя в списках». Оказывается, видите, у нас как народ в самый последний день начинают шевелиться. И поэтому мы тоже в канун выборов отправили листочки информационные.